Ребята сейчас придут, они еще даже не в курсе, что они будут есть. Ну как блюдо-то? Блюдо Нормально. что-то космическое. Да? Вообще вкусно. Очень. Так, ну что, друзья, затопили мы печь. Сейчас наши потроха потихоньку отходят, и мы начнем их приготовление. Так, сейчас давайте приготовим наши потроха. Для этого мы будем брать вот эти вот потроха из сковородки, нарезать, ну и пожарим, наверное, на этой сковороде. Желудки я специально приготовил воду в котелке, будем промывать. А вот эти вот икру, печень, то, что не надо практически мыть, мы сразу нарезаем помельче. И это все у нас будет вариться. На воде, можете жарить на масле, кто как хочет, кто как любит. Но я все делаю на воде, потому что у рыбы достаточно своего масла вытекает. Рыба выделяет внутренности. Они бывают довольно-таки жирные. Вот. Я предварительно желчь отделил. Желчь бывает вот здесь вот на печени. Вот такая вот зеленая. Поэтому будьте внимательны. Желчь отделяйте, чтобы не горчило ваше блюдо. Нож желательно должен быть острый, чтобы резать. Так, а сейчас, друзья, вот остались желудки и кишки. Ну, некоторые не берут вот это вот, едят только печень и икру. Но я считаю, что это неправильно. Вот это блюдо очень вкусное. Желудки, они обернуты бывают постоянно, вот посмотрите, вот таким вот слоем жира. Это настоящий рыбий жир натуральный. При истопке он становится, ну, как бы растворяется, и вы его поедаете. Вот наши желудки и кишки лежат, получается, в воде. И тут вот такой вот момент. Допустим, вот желудок я с желудков рыбу уже скинул всю снаружи. Его просто вот разваливаете. То есть повдоль разрезаете желудок. Ну, желудок, кишку, все что угодно. И вот иногда у щук бывают вот такие вот моменты, когда в кишке либо в желудке попадаются червячки. Ну, бывает такое, что рыба заражается вот различными червями. Но вы знаете, они у нее как появляются, так они и исчезают, в принципе. Вот эти вот они вот глисты, так сказать, вот эти черви, они помогают ей в переваривании пищи. Вот, то есть она их может с себя вывести в какой-то момент. В какой-то момент они у нее там появляются. Сейчас я вам покажу дальше. Вы так что не переживайте, что там они есть. Мы их сейчас просто оттуда вытряхнем и промоем это дело. Ну, кишка очень длинная,
Поэтому вот здесь она еще имеет сужение. В общем, сужается. Всю я резать не буду. Я вот кусок возьму, вот этот, где пожирнее. И вот этих червячков мы смыли в воде. Теперь просто я беру, кладу на доску. Вот здесь вот в кишке прямо есть вот такой вот слой, вот этот вот. Его просто вот чищаем, вот и все. Вот. Кто брезгует, конечно, можете выбросить и не есть. Но я особо не брезгаю, потому что всегда придерживаюсь мнения. Не те черви, что мы едим, а те черви, что нас едят. Так что так вот, друзья. Приятного вам аппетита всем, кто сейчас ест. Находится у экранов. Поэтому вот эту кашицу мы выбросим. Посмотрите. Червячков нету. Я их стряхнул. Желудочек мы промоем еще раз. Ребята сейчас придут, они еще даже не в курсе, что они будут есть. Поэтому думаю, что для них это будет приятный сюрприз потом, когда они увидят этот ролик. Приятного было аппетита, ребята, еще раз. Вот. А мы у них возьмем интервью по ходу съемки ролика про их ощущения. Вот. Вылазили у нас мелкие червячки. Но мы их сейчас в воде вот сполоснем. Просто. Мы просто их вот стряхиваем прямо в воде. Ну все, вот тонкую кишку мы не берем. Туда ее. Давайте тоже маленько сполоснем. Ну а вы как думали? Возиться с внутренне, с потрохами рыбы и не видеть всего этого, что ли? Такого не бывает, ребят. Вот это вот получившееся количество, оно у нас еще уварится. То есть здесь будет как бы совсем на дне. Это совсем мало, друзья. Чтобы поесть нормально 4 здоровым мужикам, этого мало. Это как минимум она должна быть полная, вот это вот битком. Если бы парочка вот таких еще щук здоровых была бы, то здесь действительно была бы уже полная тарелка. Ну, как бы сковородка. Но выход всегда есть. Если у вас есть щука пойманная, вы можете вырезать и почистить, собственно, брюшко
именно брюшную часть, отрезать плавники и кости тоже плавниковые. И взять чисто брюшко, то есть вот где у него позвонки начинаются у щуки, оттуда вырезаем. И вот это вот мелко-мелко-мелко узенькими полосочками нарезаем. Тишу, так сказать. Добавляете в это блюдо. Все это перемешиваете. Ну и варите. Все. Но, так как я вчера приготовил уху, сейчас я почищу рыбу. И готовые уже сваренная мякоть просто добавим сюда. Все, давайте приступим. Итак, вот здесь вот у нас находится приготовленная вчера, то есть уха, извиняюсь. Ну вот, посмотрите. Вот щучья уха, там видите филе щуки. Вот, блюдо я уже наше поставил на печь. И немножко добавим туда прямо с ухи бульончика, потому что сюда заливается просто вода. Но зачем мы будем наливать просто воду, когда есть еще уже заваренная вкусом рыбы уха. Вот посмотрите, вот так вот получилось. Теперь все это дело сразу желательно посолить. Так, посолили. И буквально последний этап остается у нас. Давайте используем Володину сковородочку. Так, ну, нам нужно только филе, поэтому я вчера на скорую руку отварил прямо с чешуей, поэтому чешую мы просто сдергиваем. Вот. И забираем отсюда вот только филе. Вот. Смотрите. Вот так у нее кожа хорошо, очень довольно отходит вместе с чешуей. И снимаем спинные, получается, мякоть. И отсюда вот вытаскиваем вот эти кости. Это просто обалденное блюдо получится. Так у нас это все выглядит. Ну я где-то минут 30 так вот тихонько вот помешивая готовлю. Сейчас нужно, чтобы наше блюдо закипело. Вот оно начинает уже кипеть, шкварчать. И будем потихоньку испарять влагу, время от времени помешивая. Все. Вот, в 14:10 я начал.
14:30. Вот что получается. Ну, в принципе, дольше можно уже и не кипятить. Тут вся влага уже практически улетучилась. Вот. Смотрим, чтобы меньше ее оставалось. Что-то наподобие борзы, смешанной с сибиреном, получается. Конечно же, наши потрохи уже давным-давно прошли термическую обработку и приготовились. Я просто жду, пока испарится лишняя влага. Ну, хотя некоторые любят, чтобы было немножечко с лифчиком. Это тоже можно, не исключение, можно оставить, конечно, на любителя. Ну а в целом можно уже снимать. Думаю. Да, и большой шишняк. Ну, так нормально. Ну как блюдо-то? Блюдо Нормально. что-то космическое. Да? Вообще вкусно. Очень. Ну, До сих хорошо. пор не понял, что там. Кстати, друзья, никогда в жизни не пробовал потрошков. Ничего так, даже очень ничего. Не, на самом Они деле так похрустывают на мы зубах. потрошки Да. потом приготовим. Чисто потрошки как бы. Когда будет здесь перемешка, щуки. да, Да, здесь получается? перемешка. Ну тут мясо, щучье, Здесь плюс нет никакой потрошки. крупы вообще, не вообще. Там вместо крупы Чисто икра. рыба. Рыба. Короче, вот Икра. такой вот у нас обед. В самый Посмотрите, как я готовил вообще. Ну вот так вот. Все. На этом мы заканчиваем сюжет. Всем спасибо за просмотр. Всем Ставьте хорошего комментарии. настроения. Пишите ваши комментарии. Делитесь с друзьями. раз. Я Всем перепугался. пока. Думал, флешка слетела.